Дальность полета 136,5 метров. Рекорд. Для 18-летнего лениногорца Данила Садреева Пекинская Олимпиада стала первой и впервые принесла российской команде серебро за последние 54 года. По возвращении домой и блеск в глазах, и твердая уверенность и в молодости, и в силе, курс на ближайшие 2 или 3 олимпийских цикла Данилу обеспечен. Это уже прошлое, это история, и эта история на всю жизнь. Я думаю, что она еще повторится, и мы еще это сделаем. Да и в личных соревнованиях через 4 года, я думаю, все получится. Будем работать, будем по-настоящему работать усердно, и все у нас будет хорошо. Один из символов Лениногорска, где и родился Данила, занимался, и где после соревнований ждет его семья, большой 70-метровый трамплин стоит, кажется, из последних сил. Но он не сертифицирован, находится в аварийном состоянии. Хоть мы его и готовили, хотели прыгать, но прыгать с него нельзя. Там есть большие дыры, есть там, хоть и мы заплатали, но в аварийном состоянии. Скажу, в 1995 году была реконструкция частей, его отодвигали, тут нефтяные предприятия помогали. Была реконструкция, мы сколько-то лет прыгали, но вот последние лет 5 мы уже так с опаской смотрим на него. Масштаб разрушений в лаконичных фото, дыры в покрытии и ржавые борта. Основная часть – дорожные покрытия. Вот видите, как все разрушилось, вот дырка. Ну, я ее, конечно, там закрыл, вот она. Трамплин «Великан» построен почти полвека назад. Тогда для жителей Лениногорска, на фотографии видно, как толпа выплескивается в опасную зону приземления лыжника, стал трамплином ни больше, ни меньше в саму жизнь. За годы существования через спортивную школу прошли около 7 тысяч мальчишек и девчонок. В 70-е годы была проблема там с преступностью, и тогда в подвале, чтобы вытащить, создали школу, чтобы увлечь, заинтересовать, чтобы был у них стимул заниматься. Я тоже сам много лет работал тренером, я 13 лет, так-то у меня 34 года стажа в этой школе, вот, и искал детей, по тарзанкам ходил. Где тарзанку где-то построит, тарзанка, знаете, что такое, да, на веревочке, там опасно, и они раскачивались. Я подходил, смотрел, если там какой-то такой смелый, значит, смелый, он будет прыгать. В небольшом музее кубки прошлых лет. Новые награды участники соревнований все же оставляют себе. Но настоящий музей не здесь, в раздевалках и комнатах инвентаря. Видите, какие рваные, представляете? В чем прыгают? И в этих ботинках тоже сейчас прыгают. Где-то в этом ряду шлем участника Олимпиады в Нагано 98-го года Николая Петрушина. Старый инвентарь обрезаем и делаем для начинающих, вот коротышки такие, скажем. Вот они. Это был атомик когда-то, взрослые длинные лыжи. Вот отрезаем, загибаем, и на них прыгают они. Шлемы, очки. Да, все нужно полностью обновлять, полностью. Все это устарело. Вот, к сведению, вот это крепление тоже с 80-х годов, оно опасное, потому что не отстегивается. То есть при каком-то, уже падении или перед падением они должны отстегнуться. То есть спортсмен должен просто лечь и все. А тут начнется кручение. Вот в Санкт-Петербурге с такими креплениями запретили. Потому что опасно. А мы вынуждены еще на них тренироваться. Хоть школа и имеет статус Олимпийского резерва, но состоит на балансе у муниципалитета. Денег катастрофически не хватает. После универсиады в Казани, это понятно, на пьедестале фаворитов летние виды спорта. Экстравагантный вид спорта. Благодаря, опять-таки, завоеванию серебра нашим молодым спортсменам Данилом Садреевым, что мы планируем привести в порядок ту инфраструктуру, которая существует в Татарстане с точки зрения прыжков с трамплинов. Еще одна школа Олимпийского резерва в Казани. Здесь трамплины пониже, но оснащенность за счет республиканского статуса гораздо лучше. Давайте, проходите. Это наш прыжковой инвентарь. На нем мы прыгаем с трамплинов. За счет министерства они нам очень сильно помогают. Спорт норма жизни, программа такая. Вот за счет этого только. Но не хватает на сборы. Катастрофически не хватает детей, которые очень перспективные. Нет трамплинов в республике больших. Не хватает денег на сборы. Прыжки с трамплина – один из самых дорогих видов спорта. Инвентарь и форма требуют валюты. Лидерство в производстве экипировки держит Австрия. Производства даже высокотехнологичного материала для комбинезонов в стране нет. Представьте, один комбез в районе 50 тысяч. Вот новый комбез. Шьется индивидуально.
То есть стоимость полного комплекта, чтобы одеть лыжника прыгающего, летающего? Ну, наверное, больше 200 все-таки. Больше. 250, наверное, где-то так примерно. 200-250. Не успели вот шить комбеза, а он приходит, а он уже и там маленький. Через месяц становится. Куда? Вот приходится маленьким отдавать. В Лениногорской спортивной школе и старейшей в республике такие цены на то, чтобы одеть летающего лыжника, запредельны. Спонсоров на этот вид спорта не находится. Вот боевой костюм. Как минимум 3 комбинезона надо иметь. Это как минимум. У меня 2. Есть тренировочный, вот он. Ну, вот такой вот есть. И вот соревновательный вы видели более-менее. После каждой Олимпиады, особенно медали чемпионов в спортивных школах, всплеск телефонных звонков. Только за один день в Казани, например, в Олимпийский резерв пришли записываться сразу 3 человека. Мы готовы. И Данил Садреев тому пример ведь. Ну, таких вон много детей. Вот они все, в принципе, перспективные. Потому что конкуренция не такая большая, как в футболе или в том же хоккее. Не немножко, а намного меньше. И перспективы огромные. Ну, просто нужны там выезды, трамплины, те же соревнования. А если там, я же говорю, Питер вывозит по 40-50 человек детей, и они ездят с одного города в другой, то мы 10, и на этом все. А остальные 20-30 человек здесь. Положение школы в Лениногорске при этом на уровне и республиканских, и российских соревнований. Оба ее трамплина 28 и 49 метров сертифицированы, дают возможность прыгать и летом, но высоты их не хватает. Спортсмены вынуждены уезжать в другие регионы. В идеале, конечно, его строительство надо новое, современно, по всем кривым. То есть все равно вот это вот заплатывать там, и тем более нужно пологую эстакаду делать, гору пологую. Больше мощности К-90 нам не надо. Лениногорск, конечно, требует такого капитального ремонта, но для того, чтобы оценить масштаб бедствия, конечно, мы сделаем выездную комплексную оценку, вот, ну и потом, соответственно, обратимся в правительство о поддержке, о помощи, потому что это потребует определенных затрат. Цена появления нового трамплина-гиганта от 800 миллионов до миллиарда рублей. Это если строить по международным стандартам и с перспективой на ближайшие десятилетия подготовки своих чемпионов. Сможем ли взять эту высоту и определить дальность полета для прыжков с трамплина как олимпийского вида спорта в республике? Ответ на этот вопрос должна подготовить специальная комиссия министерства. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, Андрей Ключников. 7 дней.